Перед Дворцом культуры Микуня 11 команд из сельских районов. Причем это сборные, куда вошли лучшие представители по 12 направлениям. Лыжники, стрелки, теннисисты, гиревики, волейболисты, шахматисты. Участников и гостей поприветствовал глава Коми, который привел в пример 4-кратную олимпийскую чемпионку Раису Сметанину. Ведь она начала свою карьеру именно в сельском спорте. Это люди, которые своим уникальным жизненным опытом, своей самоотверженной, трудолюбивой позицией в жизни добились этих уникальных результатов. Нам говорят, что мы живем в глубинке, но именно глубинкой, именно нашими усилиями зиждется слава нашей страны. Поэтому вы, те, кто сегодня здесь находитесь, конечно же, честь и гордость нашей республики. Я искренне вам благодарен за то, что, невзирая на погоду, невзирая на праздничный день, вы все здесь для того, чтобы помериться силами в состязаниях спортивной доблести. В этом году в фестиваль включили 3 новых этапа, которые уже давно культивируются на российских состязаниях. Их можно назвать чисто сельскими, например, соревнования дойеров и механизаторов. В городе такие точно не увидишь. Команды привезли лучших представителей своих хозяйств. Но кроме этого предстояли соревнования по силовой гимнастике и гонки на лыжах. Покатался уже, попробовал, потренировался пару дней. Надеюсь, что-то выиграть. А вот еще одна новинка – соревнования спортивных семей. В командах родители и ребенок. Эстафета то же самое деревенская. Ребенок ведет мяч хоккейной клюшкой, мама несет коромыслом воду, папе достается самое сложное – запрячь лошадь. Далеко не все в наше время, даже на селе, знакомы с традиционным укладом предков. Были сложности, потому что что такое коромысло у нас уже из обихода уходит. И были небольшие проблемки, но мы справились, мы нашли. Также была проблемка небольшая найти лошадь, которую надо будет запрягать. Совсем мы справились. 2 состязательных дня сборные завершили массовыми состязаниями. В перетягивании каната показали не только удаль, но и командный дух. Победители в каждой дисциплине будут представлять республику на всероссийских состязаниях в Курской области в августе. Александра Головина, Константин Куратов, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Усть-Илимский район.